Приветствую, друзья! Петр Цыпанин, программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. Мы продолжаем серию наших летних передач. Находимся мы у радушного хозяина Сарыла Тихонова, который сказал: ребята, приезжайте ко мне, снимите у меня в барбекюшной зоне. Со мной, как обычно, Семен Тарбахов, мой постоянный соведущий. И к нам сегодня в гости пришел наш гость из солнечного Душанбе, который живет здесь, Джамалидин Алиев, Джамалидин Стрейтер. Джамалидин, приветствую, приятно познакомиться. Я смотрю, вы очень основательно подготовились, учитывая, что у нас кулинарное ток-шоу. Что будете готовить? Я думаю, что-то такое. Ну, я вот собираюсь, вот собрали ингредиенты, вот эти продукты, буду готовить мастава. Это вот национальное блюдо для таджиков и для узбеков. Это что-то я слышал, да, мастава, да? Да, мастава. Ну, для этого нам нужно вот мясо, картошка, морковь, болгарский, зелень, лук, чеснок и нут. Вот где-то очень много, во многих блюдах таджики и узбеки используют. И в конце рис. Что собой представляет блюдо? Блюдо это, вот, ну, шутя у нас говорят, что это жидкий плов, но он на плов не похож. Почему? Потому что, да, он жидкий, его едят в чашке, и в основном это блюдо диетическое. Его готовят не так уж жирно, чтобы было, ну, вечером кушать, чтобы перед сном было очень хорошо. Ну чтобы не слишком жирно, не тяжелое. Ну, то есть это все равно же получается национальное таджикское блюдо. Да, это национальное. Потому что даже я человек, и вот так, название даже вот, и маст, это слово как будто, а о это вода. А ну, там маст, это слово как переводится на русский, то пьянеть, что ли. Опьянение, что ли, такое. Но да это уже по-другому. Ну, а от этого не опьянеешь. Но это уже очень вкусно, поэтому, может быть, здесь в переносном значении. Может быть, это слово ну, то есть опьяненный вкусом. Да, да. Типа такого, да? Да, да. Хорошо. Ну, я смотрю, вы как бы готовить мастер. Да? Раньше же был наверняка опыт этого приготовления? Ну, так, я не профессиональный повар, но понятно, для себя, для своей семьи иногда готовлю. Так, ну, во-первых, мы кладем кастрюлю раскаляться. Сколько времени примерно занимает готовка? Ну, где-то 45-50 минут уже должен быть блюдо готово. Ну, то есть за время передачи мы просто... Да, мясо кубиками, маленькими кубиками. И нормально. Пойдет, да? Нормально. Что за мясо это такое? Это говядина. Говядина халяльная. Да, говядина халяльная. И можно и баранину, и говядину, нету разницы, с какой мясом мы готовим. Но в основном готовят из баранины. Баранина. Но баранин, он жирный получается. Потому что баранины жир, у нас же гисарские баранины, они уже по-другому, они очень жирные. Из него готовить, значит, мастова будет очень жирный, вкусный, но очень жирный. Но очень жирный. Да, потому что это гисарские баранины, если вот вы знаете, они очень курдючие. Там и по 20, и 25, и по 30 килограмм там курдюка. Только вот это жира. А потом еще в каждый вот кусок мяса еще жир вот так лежит. Поэтому из него делают мастову, но очень жирную. Ну, вся Юго-Восточная Азия практически вот на баранине же, да? Ну, вот я тоже думаю, что баранина все время жирная. У нас, у якутов, да, ну, в отличие от вас, ну, баранина, у нас баран не водятся. У нас в основном дичь, ну, говядина, жеребятина и все прочее, да. Как вы считаете, ну, сейчас же идет тенденция такая, это правильное питание, жирное много не кушать, сало там соленое, надо чуть-чуть и все такое. Как в этом отношении баранина? Ну вот я тоже так думал, что вот из баранины не готовить. Ну, баранина здесь не такое жирное, но готовить это, чтобы жирный не получился. Ну, не знаю, вот наши дети, прадеды, бабушки, все это кушали и кушали, да. И вроде как бы таких... Да, толстых у нас вообще не было. Или много работали, много двигались, наши деды, бабушки, отцы. У меня, например, в роду никогда у нас жирных не было. Все были, да. Они всегда ели. Все в форме, да? Да, всегда ели. Да, и с продолжительностью жизни тоже проблемы. Ну, мама моя недолго жила, но отец жил почти до 90 лет. Ну, вот. Ну, нормально, он был худым. Чуть-чуть. Все. При этом кушал баранину. Ну, значит, баранина не вредна. Кушал, да. Делаем вывод. Закладываем мясо, да, обязательно. Закладываем сразу мясо. Хорошенько, да, до румяной. Надо его пожарить. Джамалидин, расскажите, пожалуйста, о себе немножко, да? Ну, я... Можно прихватку? Прихватку, пожалуйста.
Родился в городе Душанбе в 1964 году. В Таджикистане, это столица Таджикистана, город Душанбе. Я там вырос почти до школьного возраста. Моего папу откомандировали в район. Я там уже начал жить в районе, с большого города, маленький поселок. Там школа была. Там я поступил в 1971 году в среднюю школу. И в 1981 году его с отличием почти закончил. А родители чем занимались? Родители у меня, мама домохозяйка, она не работала, но отец у меня был, работал рабочим в системе вот этот, электроэнергии, он, новые линии, там, да, электросети, да, вот. Новые линии таскали. Вот в 1968 году... Тем более, тогда Советский Союз, партия направила, и все. Да, да, в все идут, 1968 году там у нас туннель строили, новые земли, там надо было этот... И там вот туда его откомандировали, и мы поехали с ним вместе уже в район. Да, туда нас отправляют, туда пойдем. правильно, да. Там же в 1981 году я уже закончил среднюю школу. Я говорю же, там 19 предметов у нас было. У меня было 10 пятерок и 9 четверок. У меня уже в аттестате было 4,5 балла. Я с детства мечтал быть архитектором, историком. Ух ты! Да, таким Ничего был. себе такие- Я хотел поступить в университет, там Таджикский государственный университет, именно Ленина тогда еще. Хотел поступить на сельский факультет. Тогда мне об этом говорили, что в этот факультет поступать очень трудно. Почему? Потому что 21 студентов уже есть подкурса. Подкурс. Подготовительный курс изучали 20 студентов. Только 29, а там 29 среди них есть с армии вернувшись, уже коммунисты, это, тот, тебе Ну, то есть, поступать как бы, трудно, ну а там мечта-то. Конкурс большой. Да, конкурс большой, но мечта-то Остается всё я равно. так и не поступил. Ага. А вот через год уже я поступил в Душанбеский государственный педагогический институт, факультет русского языка и литературы в национальных школах. Вот этот 2 года отучился в этом факультете, уже было там мне легче, поступить было легче, я уже поступил, нормально отучился. И в те времена наши родители же были дети Великой Отечественной войны, да, и нехватка солдатов, нас, студентов, тоже в армию забрали. Я был уже после 2-го курса, меня забрали в армию. Я служил в Амурской области, вот здесь город Белогорский. Вот, да, город Белогорский. Так Оттуда- далеко, кажется, отправляли, да? Да. А с Белогорска уже нас потом уже прикомандировали на БАМ, туда уже Хабаровский край. Так, Я БАМ это же... Байкало-Амурская магистраль. Железку строили. Да, это уже восточный участок БАМа, ближе к Комсомольску на Амуре. Я там уже почти службу там закончил. Сержантом. Там. И после службы опять вернулся домой, отучился еще 3 года. Закончил учебу. Да, Так. закончил, меня направили в район опять учителем русского языка. Я где-то, Тогда называлось перераспределение, да? да, да, распределение дали направление, и все, езжаешь в район, и уезжаешь, больше никакого этого не было. И я работал учителем русского языка и литературы. Там не хватало часов для меня там полных. Мне дали еще историю. Там, Ну, учителей не хватало? Да, Да, да. учителей не хватало, да, и мне историю я начал преподавать и историю, и русский язык. Ага. Потом вот у нас был райпотреб общества. Знаете, да, что такое, если Конечно, Советский Союз? Да, да. Требовательское, да. Вот этот председатель вот этого правления ко мне постоянно подходил и говорил, что тебе не учителем работать, а тебе работать в нашей организации, оргинструктором, там переводить документы. Там же это было, развал уже Союза приходило же. Все документы были на русском языке, их надо было уже перевести на таджикский язык. Я-то хорошо знал и таджикский язык, и русский язык. Почему? Потому что если ты свой язык хорошо не знаешь, то ты чужого языка, тебя учить очень трудно. Поэтому, да, и говорю, я перешел потом оргинструктором и председателем профсоюзного комитета. Я был еще молодым, 26 года. Я там начал работать и Таджикпотребсоюзе. Таджикпотребсоюзе это уже в городе Душанбе, я уже там был переводчик. Переводил все документы, очень много документов с русского языка на таджикский. И в 1992 году у нас вот этот, все знают, наверное, у нас вот эта война началась. Да, ну такая гражданская война, которая продолжалась. неприятная Да, история. братоубийственная война, как-то называют его. Очень много теряли, миллионы беженцев было в
разруха, миллиардные доллары убитых в Таджикистане эта война. По некоторым счетам 10 миллиардов, может быть там. А сколько человеческих жизней? Там 100 тысяч, поломанных 150 судеб. тысяч, а сколько этих сирот осталось. Поэтому и все эти организации, которые мы работали, все разрушилось. Нам было уже нечего То есть делать. непонятно, Да. куда смотреть в Да, будущее. да, да, Что да. будет вообще непонятно. Вообще очень было непонятно. Я без работы остался. Потом я думаю, пойду в музей, может быть, там мне возможно. Я пошел в исторический музей Таджикистана в городе Душанбе. Я уже там жил, в Душанбе живу. И меня взяли на работу. Ну, этот, не архитектурный, не этот, а в отдел Великой Отечественной войны. Да, отдельно отдел был участники Великой Отечественной. Я еще очень много было участников нашей Отечественной войны с Таджикистана. Я с ним встречался, с ним беседовали, им какие-то подарки делали, но в те времена тоже, в времена голода из разрухи в Таджикистане. Ну, им как-то помогали, их поддерживали. Ну, до 94 года я как-то там работал, потом уже большая семья же у меня. У меня у себя 3 детей. Мамы не было, но отец тоже пенсионер. У меня брат пропал без вести, пропавший. У него 5 детей осталось. У меня очень большая семья на мою голову. Поэтому пришлось мне как-то новую работу искать, Да, новым где делом бы- заниматься, да. чтобы вот эту всю большую мою семью... Чтобы побольше Да, заработка были. большой заработок прокормить. Вот эта зарплата, которую мне давали в музей, это не хватало. Потом мне пришлось приехать в 96 году в город Иркутск. Меня здесь сюда Ну, предлагали. это как бы получается, ну, тогда действительно очень много приезжали сюда. Да, очень много приезжаю, потому что было как-то надо кормить. Уже я, как человек с высшим образованием, там уже почти я 2-й институт уже поступал, но было некуда мне деться. Пришлось мне здесь заниматься строительством. И до сих пор занимаюсь строительством. То есть как бы нашли в себя именно в строительстве. Да, А что да. делали? Ну, как начинали? Помните вот первый приезд свой в Якутск? Конечно, Ага. мой вот 96-й год. говорит. 96 год, Туймада, стадион, вот, строили тюрки. Ага, Вот ну в вот этом я- обновление. Тогда Да. был стадион «Спартак». Да, вот это вот новый стадион, который еще не был достроен, Ага. вот рядом с парком. Да. Ну вот это, в этом стадионе мы работали, помогали тюркам. М. Ну, строить там, потом вот этот манеж, вот этот, поселили вот этот зеленый Футбольное поле. футбольное поле. Да. И при открытии, я помню, еще приглашали Бонем, вот Боня- это да, да, да. знаменитый, Ну тогда концерты были. да, да, знаменитый Бонием, ансамбль, Земфира, в там, да. которых мы бесплатно туда Ага. нас всегда приглашали, без билета, без ничего, с направлением, Ну, что ну, мы строители. работники стадиона, вот туда. Я первый раз видел вот этих знаменитых Бонем, которых мы... Это, ну, по-моему, на Дети Азии, да, приезжали. Вот открытие Дети, Дети это, Азии. да. Потом семена уже они были открыто первые. была Дети Азии. Вот эта решетка, которая сюда, все мы красили там, вот это, ну много чего там делали. Это первая моя работа. Ну, то есть, в городе получается, Иркутске ну, была. практически как разнорабочий, да? Ну, то Да. есть все, Как что скажут, так разнорабочий. так и Да, работают. что скажут, так и Ага. работали. Что больше всего удивило, когда вот в Якутск приехали? Ну, у вас, ну, как бы, солнечная страна, всегда тепло, снега нету. Ну, или в горах только, да? Ну, летом мы сюда приезжали, было для нас прохладно, потому что вот 96-й год, 96-й год был очень дождливый. Ага. Я помню, в июле месяце, прямо вот на Лермонтова, вот, ну, рядом с стадионом, мы там баллоны жгли и грелись. Это в июль месяц было, потому что дождей было, там несколько дней продолжалось, мы от холода в куртках залезли, ну, работали. Нужда была, Нужда, да. принуждала, чтобы нам работать. Ну, как И- говорится, выбирать не приходилось. да, выбирать приходилось. Ага. Пошло, потом уже другие работы, потом начал заниматься частной работой. Я до сих пор только частные коттеджи. Вот по этому Сергеляцкому шоссе очень много коттеджей выстроили. Ну, то есть вы как бы сначала начинали как разнорабочий. Для вас Да. же это все равно это же было новое, да? Да. Вы хотели быть архитектором, работали в музее, а тут как бы пришлось руками работать. А сложно было как бы это начинать-то? Потому что Ну, же, ну, не сложно. каждого же руки из нужного места растут. Ну да, сложно было, но были еще молодыми, и можно было уже Учиться, да? приквалифицироваться. Ага. Ну и приквалифицировались. Я очень говорю, очень много здесь частных домов строили моими руками, с моей помощью, В бригадах, с да, бригадой, которые руководили. А сейчас я работаю
только со своими, у меня я тоже здесь тоже граждане России, и граждане, ну, у них двойное гражданство. Да, вы рассказывали, что у вас двойное гражданство. Мы к Да. этому еще вернемся, да. Да. Ага. И То есть- вот здесь до сих пор строим. Строите, да? А расскажите о семье своей. Вы сказали, что вот у вас очень большая семья, да? Как Ну, с супругой а сейчас познакомились? Как? супруга, мы были соседи, Да. да, соседи были. Я когда учился, она работала после окончания школы, она сначала работала в садике. Она училась заочно на педучилище и работала в садике и нянькой, Ну, то есть вы оба воспитательницей. педагоги, да? Вы детей учили, а она детей да. воспитывала. Ну, я был тогда еще студентом. Ага. Я был студентом, а она на 2 года моложе меня. Ну, были соседи мы, но у нас не было такой любви. Но не это, Хватит. Или еще давай. нет, еще да. Не хватит кастрюли. Мы как-то, наши законы нас не давали, чтобы очень близко быть друг к другу. Мусульманский закон же. Но мы друг друга тянули все-таки. Ну вот я студентом 4-го курса после завершения службы советской армии вернулся домой. Мама говорит, тебе надо жениться уже. Тебе уже 22 года. Я говорю, еще года дочуть, Ну, то потом есть, уже... подождите, это родители должны какое-то Да. разрешение дать? Да, Это вот обязательно. именно по мусульманским канонам, да? Обязательно. А Я говорю, у нас не спрашивают. да, мама говорит. Сейчас Не, у ну, нас тоже, ну, может быть, не спрашивают, да, не все ну, спрашивают. ну, сейчас благословение, Мама да, говорит, родительское, Я да, говорю, да. вот еще год отучусь, 3-й курс закончу, потом уже, наверное, женюсь. Я говорю, тебе кто нравится? Я говорю, ну вот соседская дочка, она еще замуж не вышла, можно на нее жениться. Но они уже собрались, и пошли к ее родителям, там все согласовали и сказали, через год будем свадьбу. Вот так я женился. У меня в 89 году То родился есть, старший сын. да, то есть родители должны прийти, договориться и руки пожать, да? Да. Типа одобряем, типа. Одобряем, Типа одобряем. такого, да? Да, Добавляем это было в лук, да? 88 году. Посмотрите, что там у нас получается. Ну, Да, уже интересно. лук можно, да. Лук можно добавить туда. Обязательно лук. Потом уже этот болгарский и морковку. И 80 студентом я был, у меня родился сын Ага. старший. Я еще как А подождите, забегая чуть-чуть назад, а свадьбы играют, да? обязательно. Обязательно, большая да? свадьба. А? Большая свадьба. Большая у нас. свадьба? У нас на 500 человек, на Да, 1000 да, да, я человек. вот слышал, что вообще, Да. ну, весь аул там, или как у вас, Весь вот этот поселок. весь поселок всех. Весь поселок и соседние поселки А, тоже приходят. Там на первое блюдо у нас шурпа готовят. ага. Там несколько казанов. Шурпа я знаю, да. Да. Так. А потом уже на второе блюдо там уже казани ставят 2-3 повара, там 200 килограмм, 250 килограмм плов готовят. Очуметь. Ну, Да. ну, это много. Бывает, что И все- если большая свадьба, все там кушают, больше. балдеют. Да, там потом в столе там уже не ставили в те времена. Наша улица, она была широкая. Вот с двух сторон эту улицу закрывали. Там вот эти специальные были палатки. Ее стелили, эти палатки стелили. И курпачи, вот эти матрасики, кидали. И дастархан такой большой, Дастархан длинный. это же стол. Ну, Да, типа стол, какой-то накрытый стол, да, дастархан, да, да. Вот это длинный, и там все готовят. И люди там сидят, кушают, пока музыка не Не, ну, играет. конечно, да, на 500 человек, представь, сколько столов Да, нужно, да. да? Там музыка уже не играет, ну или начинает музыку с такими, ну не танцевальными музыками, а с такими, ну тихими начинают петь. И вот когда уже это все кушают, потом уже дастархан уже разбирают и круг у нас будет, круг начинается. Вот такой большой круг. Круг стоит? Да. Ну, как у нас тоже, агухай, нет? Нет? Не. Что делаете? Круг, ну потом уже танцы. А, танцы? С одной стороны женщины танцуют, Дискотека. А, да? с другой стороны мужчины. Ух ты, Ну, чтобы женщины с мужчинами не споткнулись там.
Ну, там раньше пили же еще, Можно. можно было. А я думал, почему-то... Ну, Нет, вы раньше, раньше пили. Раньше Сейчас уже меньше пьют. Нет, сейчас тоже пьют наши, но меньше. А тогда Не, еще ну в вообще советское религия, время же было. религия же, по-моему, Не, религия это религия, но люди. люди есть люди. Да, Так, есть ясно. люди с этими. И они пили там, поэтому А чтобы... музыка какая играет? Музыка Национальная, современная, либо национальная. или бонем? Не, национальная. Национальная, да? До сих пор у нас вот в жилах крови все национальное. Все, и Перед музыка, да. И музыка хоть современная, своя национальная, хоть на современных инструментах, хоть на тех древних инструментах, все национальное. Там только таджикские песни. Редко бывает, что чужие песни мы с такой тысячелетней историей, с тысячелетней культурой, чужую культуру почти не привели. Все свое у нас почти. Ну, то есть вы, как бы, можно сказать, что сохранили все равно. Сохранили все это. Да. Тысячи лет уже все это сохранили. Поэтому мы, особенно борцы таджики, почти не смешаны. Не с таким народом. Почему? Потому что мы своих дочерей чужим не даем. Даже равнинным таджикам мы своих дочерей не даем почти. А, вот так, да? Да. Почему? Потому что... А если полюбить, что это, да? Как поступать? Бывают случаи, как вот Ромео и Джульетта там такие. Да, да, Любовь бывает. и Это, все. Да? это, ну, редко мы так их воспитываем, что они, Должны за своих. да, за своих. А, Чтобы кровь свою, вот, чистую кровь, которую у нас, как говорят, арийскую кровь, кровь, да, так. А, да, хорошо. сохранить. Ага. Ну почему это, мы же иранцы, мы Так. таджики иранцы. А слово Иран это есть ария, ариан. Это слово Иран от слова ария, ариан. Вот такая этимология, Да, получается? Иран, ариан. Ариан, вот это, вот мы себя считаем чистыми арийцами, таджики. Поэтому это то, что немцы считали чистыми арийцами, они никогда арийцами не были. Это просто они изучали нашу индийскую и иранскую культуру, они себя считают арийцами. А арийцы это индийцы, североиндийцы, иранцы. Ну вот Мы самый таджики. известный таджик, по-моему, Авиценна, да? Авиценна. Он же таджик, нет? В 858 году родился Абу Абдулла Джахфар Рудаки. Это был первым поэтом, который писал поэзию и на таджикском, на современном таджикском языке. Ну, который прямо Да, сейчас вот, и есть, да? каждый язык-то развивается. Есть древний язык, есть средний, это так, древний язык, и современный язык. Вот на современном языке, который мы сейчас говорим, на этом языке еще в 858 году писал Абу Абдулла Джахфар Рудаки. Это был первый поэт Шайхуруллаис. Он был председателем всех поэтов и писателей, которые писали на фарси, на персидском языке. А на персидском языке это у нас в Таджикистане, таджики, живущие в Узбекистане, в Афганистане, в Иране, в Курдистане, в Турции, это везде вот этот язык фарси еще жив. На этом языке вот Говорят, 100 миллионное, может, население, больше населения говорит на этом языке. И тогда еще в 858 году начали. Потом да, да, ну вот помидор. сейчас уже. Потом помидор. Помидоры жарить надо с ним. И, Нет, да. сейчас что у нас? Морковь. Сначала помидоры, потом морковку сверху. Всё. Вот так. И вот тысячелетняя наша культура. И Абу Али ибн Сина, конечно, он был таджиком. Почему? Да. Потому что он, отец был с Балха, с Афганистана, севера Афганистана, там живут, кроме таджиков, больше никто не живет. И мама у нее была Ситура. Мама называли Ситура. Ситура это значит звезда с таджикского языка. Вот, например, сейчас вот узбеки, да, его тоже говорят, что он с Бухари, он значит узбек. Но у нас споры между узбеками очень. Мы говорим, если она была узбекская, то она была бы Юлдуз. Юлдуз сейчас узбекского звезда, а она же была Ситура, значит, она таджикская. Если от таджикской родился, то значит таджиком рождается. Да, вот. я Это вот- великий ученый, он не только таджик, он великий ученый всех восточных народов. Для всех, и для туркменов, и для казахов, и для киргизов, для всего мира же. Он Авиценна. Авиценна, да, да. Авиценна? Ну, я почему вот эту историю, да, я с недавних пор некие такие движения делаю в сторону плова, пытаюсь учиться его готовить. У меня тоже есть друзья таджики, строители, приходили, меня чуть-чуть учили, да. Я первый раз у них посмотрел, и вот они говорят, что Ибн Сина был таджиком, и рецепт первого плова
придумал он для того, чтобы какого-то Вот рецепт шаха, современного плова. рецепт современного плова, чтобы оно было же лекарственным продуктом. Да, от чего-то Очень там полезно. лечили. Да, полезно, да. полезно. Очень полезно, да. И, соответственно, поэтому из-за того, что он и полезный, и вкусный, и лекарственный, и лечебный, он получил вот такое широкое распространение. Сейчас же плов, реально, мы вот на севере, мы плов готовим. Да, ну, может быть, немножко по-другому, как вы привыкли готовить, да? Конечно. Может быть, по Узбекистане тоже по-другому готовить. Вообще считается же, ну, узбекский плов, там и канонический, так считается. Да. Это Вот я вот про это. плов, он может придуман таджиками, но развивался узбеками тоже. Да, Почему? Почему? Это надо говорить правду. Да. Потому что узбеки тоже очень хорошо готовят. Почему мы должны... Тоже очень хорошо, да, Да. хорошо. Почему мы должны это взять на себя? Нет. Конечно, да. Может, мы придумали, таджики придумали. Ну, то развивали-то узбеки тоже. Ага, ну Потому да, что да. тоже, вот, например, в Узбекистане там не одни узбеки живут. Ну, центр плова находится в Самарканд, Узбекистане, да. да. Бухара, Бухара, это да. же таджикские города. Ага. Это таджикские города, там живут таджики. До сих пор живут таджикские, там звучит таджикский язык, никогда не будет. Это города, которые в свое время советские власти, большевики отдали Узбекистану, не знаю, они сами не знают почему. Это чисто вот, таджикские ра- города. раздел- до сих пор раздел у территории. каждого узбека, если ты будешь спрашивать, он скажет, что Самарканд, Бухара это таджикский. У каждого узбека будешь спрашивать. Они знают. Почему? Потому что даже узбек приезжает в Самарканд, Бухару, он будет говорить на таджикском. Потому что его никто не будет Подождите, слушать. а языки схожие, да? Нет. А, ну Таджикский язык это иранский, это индоевропейский. Ведь больше очень много слов у нас похож на русских, на английских, на немецких, на французских, на итальянских, на португальских, на этих языков. Очень много схожих слов. А узбекский язык, он тюркский, относится к тюркскому. Ну, то есть к нашему больше. Да. Но в узбекский язык это он какой-то оригинальный язык, в котором может быть 30% тюркский, а 50% таджикских слов. Может быть, да, иногда бывает больше. Чуть-чуть смешано, да? Да, они это наружу смешаны. Чистые узбеки это вот, которые живут, они по родам. Там очень много, 92 рода у узбеков. Они чистые, вот это узбеки, похожи на казахов, на киргизов. А вот от которых узбеков похожи на таджиков, это уже смешанная кровь. Или чистые таджики, которые в силу каких-то обстоятельств забыли свой язык и говорят на узбекском. Хорошо, ага. Возвращаясь к вам, да, в 96 году вы первый раз приехали в Якутск. Ну, увидели, что климат отличается, да, холодно. А зимой, Соль надо? Или, Соль или, обязательно. или потом? Не, уже добавлю. Перец? что вас удивило? Ну, Перец? кроме... Зира? Сейчас, да? Вот перец и зиру можно чуть-чуть добавить. Хорош. Ну, зиру, знаете, да? как? Да, обязательно. Но первые годы, когда я приехал, я зимой здесь не зимовал. А, ну, то есть Ну, вы в сезонно декабре, работали? да, сезон работал, 3 декабря, я помню хорошо, я отсюда уже летел. Но все равно декабрь Да, уже в холодно декабре был. же холодный был. У вас же Ну, так не я-то служил на МАМе, Ага. я уже А, хуже уже, видел. уже знал. Ну, я ну, ну. хуже видел. Да, Мы там, жили в там, палатках там, иногда. там влажный холод, да. Да, Это влажный по-другому. холод, вот мы где Хабаровский край, это район Чикдамина, Комсомольск на Амуре, 50 градусов тоже было. Аух. 50 градусов И тоже еще было. влажно. 52, одно утро, когда нас на зарядку не вывели, почему сказали, что на зарядку сегодня утром не ходим, сказали, что на улице 52 градуса. Поэтому я уже как-то Закаленные приехали. закаленный, да. Ага. То есть И- вот такой боязни не было, да, что и Якутия. москиты я видел, и этих комаров. Это за 2 года, которые строили БАМ, мы и в палатках жили, и в командировках везде побывали. В длину, например, с Амурской области до Хабаровска, до Комсомольска на Амуре, это может быть 1500 километров или 2000 километров, я точно не знаю. Если же мы туда-сюда ездили, это все мы видели. И жару видели, и ну, климат, вот этот Чикдаминский район, вот этот, он, Хабаровский район, почти похож на, вот, на климат Да. Республики Саха, вот, Якутии. Ну, не такой уж холодный до такой степени, но там тоже до 50. Там мы 30 градусов солдаты на увольнение ходили. 30-35 градусов, а за 35 нас увольнение уже не пускали. Потому что там постоянно тоже немного снега, вот это Чикдаминский район, февраль, там все равно снега немного, тоже холодно. Но я привык как-то, привыкал, еще не забыл прелести тайги. Поэтому мне вот здесь были родственники, я как-то быстро привык.
И у меня друзья появились здесь местные. Ну, ничего, живу. И получается так, что потихоньку перевезли семью свою. Семью, мой старший сын со мной приехал, это где-то в 2013 году, когда он уже Тоже женился сезонно где-то, работает, да? сезонно работал. А уже второй сын тоже вырос, уже через год его тоже. Потом уже старший сын, женившись, то есть младший тоже, и семью они сюда вывели. Потом мы, короче, с женой одни остались. Младший сын тоже приехал. Дочка вышла замуж в Таджикистане, а муж здесь работал. Они тоже приехали. Мы, короче, в большом доме, я почти в центре города живу, в Душанбе. У меня частный дом, но не такой большая земля у меня, но нормально хватает. Вот нас было очень скучно вдвоем. Ни детей, ни внуков, ничего. Опять пришлось, я приезжаю, жена одна же ее не оставит, потом пришлось ее тоже с собой взять. Да, мы все здесь уже граждане Российской Федерации и граждане Таджикистана уже здесь. Двойное гражданство. Двойное гражданство. А это же преимущество. Для нас очень преимущество. Ага. Это хорошо. Мы и там нам хорошо, и здесь нам хорошо. Ну вот между Таджикистаном и Россией есть такой договор, что каждый гражданин Таджикистана и России имеет право на двойное гражданство. Это закон еще в 1995 году было. Потом обосновали в 2002 году, что только таджики и Таджикистан и Россия имеют такое. Может быть, да, то, что у нас в Таджикистане 201-я мотострелковая дивизия стоит, может быть, поэтому и очень хорошие отношения у нас с Россией. Между странами, Граница у нас очень с Афганистаном очень беспокойная, и Россию очень беспокоит это все. 1300 километров – это беспокойная граница. да. Ну да. Очень беспокойная. Ну, военные граница. действия там. Военные Тем действия, более да. у вас и на Да. Афганистане. Тем более за рекой, там река Пянч, вот человек был на реке Пянч, говорил об этом. Вот эта река Пянч разделяет Таджикистан с Афганистаном. С той стороны живут таджиков больше, чем с этой стороны. Там где-то 15 миллионов живут за рекой таджиков. Если мы 8 миллионов у нас в Таджикистане, то за рекой там 15 миллионов. Поэтому как-то соединение, может быть, кто-то хочет. Поэтому, а Россия-то не хочет это все. Хочет, чтобы вот эта территория Средняя Азия была интересна и со всех сторон, и политически, и экономически, чтобы было с Россией. Семен хочет спросить, Да. Рассказывай, вы очень интересно рассказываете, да? Да. Так, Давай. а что у нас тем временем получается? Семен, У нас расскажи, уже пожалуйста. все почти готово. Так. Мы уже добавляем картофель. Ну, последний это, да? Да. Последний Сейчас ингредиент. картофель это со всеми ингредиентами чуть-чуть мы сделаем, а потом уже можно водичку туда добавить. Соль добавили, да? да. А, Вот сейчас нут- я еще нут когда? чуть-чуть В посолю. конце, да? Сейчас перед залитием или воду зальем и нут добавим. Нута здесь А рис? много. Рис тоже, когда воду добавляем, потом рис. В конце Рис, А, да, рис Я 2 просто или 3 из- раза его помоем, чтобы там вот этот вязкость не остался. Вот для плова тоже готовят же, ее хорошо надо промыть, чтобы плов потом вязким не получился, а получился рассыпчатый. Рассыпчатый такой плов получился. Хорошо. Ну что ж, Джамалидин, с вашего позволения мы уже добавим нут Нут? и немножко риса, да? Ага. Возьмем наш нут. Уже- Уже заранее замоченный. Да. Он получается, Это вчера уже Это- вечером можно. как сказать, Это- восточный горох, да? Горох, восточный Восточный горох. горох. Ну, это для тех, кто не знает. Мы немножко, буквально столько, да? Да. Вот добавим. И немножко риса, да? Мгм. Немножко риса. Скажем так, мы на финишной прямой, да? Рис у нас тоже уже заранее промытый. И буквально минут 15, да? Минут через 15 уже Да, будет минут готово через наше 15. блюдо. Хорошо. 15, да. Джамалидин, вопрос такой. Ну, все-таки у нас как бы передача с уклоном уже на кулинарную, да? Расскажите немножко про таджикскую национальную кухню. Ну, вот я знаю, вот мастава, вы же сказали, что одно из основных. вот, Коронные, коронные ну, какие-то особенно блюда, коронные да. блюда. Ну, кроме Таджик. плова. Все вы знаем, что Кроме плов. плова. Да, таджикское, вот это блюда, таджикские блюда, и они очень многообразные, очень разные, очень много. И на основе риса, на основе молока очень много готовят.
Основное коронное блюдо, которое, конечно, во всему миру знают, это даже название всему миру известно, это плов, который готовится из мяса, риса, моркови, масла. Там у нас есть специальные масла в Таджикистане, которые только у нас и на севере Узбекистана, где в Самарканде, в Бухаре, там готовят из льнины. Да, льнины, это у нас говорят, вот из него, она черная такая, из него готовят, она очень вкусная. Из него готовят плов, да. И, например, разница плова таджикского и узбекского в том, что у нас очень много моркови используют, а в узбекском моркови меньше используют. Потом разновидность плова и очень много. Из баранины готовят, из говядины, из все. Но есть еще морковки красные, вот это, которые мы сейчас вот используем. Есть еще желтые морковки. Вот у нас на севере Таджикистана, в Самарканде, в Бухаре очень используют желтые морковки. А у нас на юге мы используем красный, потому что красная морковка сладкая. А еще в этот плов многие добавляют еще сладости разные. Вот кроме вот этот виноградных этих кишмиш, изюм, вот это кишмиш. Там еще и айву добавляют тоже. Вот этот берут, чистят айву, вот этот айву и чистят, его тоже туда добавляют. Ну, вот, короче, добавок там десятка разных плов готовят у нас. Есть кроме плова еще сестра плова шаула называется. Сестра плова. Да, сестра плова у нас так говорят. Это шаула называется, он пожище, чем плов. Он тоже готовят, очень много готовят наши матери. Мы сами готовим, я сам готовлю тоже для своих ребят, когда моей жены здесь не было, я сам готовил. Вот этот. Потом вот этот мастова готовят из риса, потом из риса еще готовят разные блюда, там отдельно там взятые продукты тоже готовят. Короче, неизведанных блюд у нас в Таджикистане, в горных, особенно районах, очень много. Очень много. Там не все время хватит, чтобы обо всем Хорошо, этом тогда вот рассказывать. другой вопрос. Есть какие-нибудь параллели? Ну, все равно же вы в Якутии уже давно, да, уже обосновались, живете, да, семья здесь живет. Наша якутская национальная кухня, как вам? Что вам понравилось? Есть какие-то параллели, да, может? Параллели-то... Ну или какое-то Ну, блюдо, вот, да. Вот. Я вижу, что вот это местное население очень любит мясо, готовят супы очень хорошие. Из мяса я и оленины ел очень много, и из говядины, и жеребятины тоже, конечно. Вот как здесь жить и Да. не пробовать все это. Да, а есть. сырую вы пробовали? Да, было в свое время, сырой тоже, сейчас не кушаю, но в свое время кушал. Ну, рыбу. Рыба обязательно. Строганину. Строганину очень Обязательно, люблю. да? Ага. Очень люблю строганину. К сезону, да? И когда мы в гости ходим там, к народу Саха, я там не кушаю вот это свинину, все мясо готовлю, я обязательно меня угощают вот этой строганину. Мясо рыбы для нас всегда позволено в каком бы виде ни было. Рыбу можно. Рыбу можно. Вот в основном вижу, что народ любит очень мясо. Да. Без мяса это Ну, у нас, как Да. говорится, такая традиция, да. Да. Мы на мясе. мясо, жеребятина, Мы на оленина. мясе. У нас даже есть такое, это, якут трава не ест. Да, в Улусах тоже я был. Да. И как видел, как сметану готовят, как сливочное масло дома готовят. Это все видел я своими глазами. Я был в Покровске, за Покровском, Аксагалохе, там Красный ручей, там вот этот золотой ручей красный, тогда где там побывал, ну в Улусах тоже бывал, там это все видел, когда. Не то, что работал, в гости ходили. Даже Ну же я здесь сколько живу, что у меня друзей же много разных. Вот к ним ходил и там все Вот, кстати, видел. про друзей, про как- дружбу народов. И как это, доют. Вы же активный член вот, общественной организации, да, Союз Да. таджикистанцев Республики Саха-Якутия. Да, у нас Расскажите, уже, да, про да, это. у нас уже давно. Вот Уже давно, да. Да, общество вот этот существует Союза таджикистанцев Республики Саха, в которых я тоже член вот этой организации. Там есть еще, кроме вот этой организации, еще есть молодежная организация. Это, Отдельно еще, да, который вот молодежь это, воспитывает. Да, да? молодежь воспитывает. Вот, во главе этого молодежного организации стоит наш вот
всем любимый человек Фаридун Хатамов. Фаридун был у нас в гостях, да, кстати, между прочим, да, вот, чтобы тоже мы здесь, чтобы мы, таджики, здесь между другими народами не терялись. Мы здесь почувствовали себя полноправным. Почему? Потому что мы здесь живем уже, мы рядом с этим народом уже живем, строим, наши дети в школу ходят. Ну, уже мы все почти здесь местные. Ну да, как говорится, в нашу жизнь вы вносите Да. свою лепту. это Да, правильно, да. если И так сказать. Ну. вот видите, вот за сколько лет, которые мы сюда приезжали, этот город был там маленький, а сейчас как вырос. Он как-то уже как мегаполис уже большой. Да, ну вы как строитель можете заметить, что Да, в последние здесь- годы стройки очень много. Да, здесь вот по Кальвице было две девятиэтажки. По Кальвице было несколько пятиэтажек. И еще в центре где-то вот и четырехэтажки, пятиэтажки, хрущевки были. Остальное же все не было. Вот за последние 30 год этот город очень вырос. Да. Очень вырос. И вширь, и ввысь. Да, вот я вот желаю народу Саха, чтобы они жили в дружбе со всеми народами. И мы, чтобы уважали местного народа, и они тоже нас уважали за наш труд. Чтобы город был чистым. Так, у нас блюдо уже, как мы говорим, уже, Готово. уже, я думаю, готово. Сметанку, да? Да, это в конце. В конце, ну то есть Да. каждый. В каждое блюдо мы добавляем зелень, Ага. чуть-чуть так, и по ложке Сметану. сметаны. Это, Ну то есть практически как борщ получается. да, это в Сразу конце. сюда, да? Нет, нет, нет. Это когда мы заливаем суп. Уже можем заливать, да? Я думаю, да. Да, если... Время мы же дождались. И давайте действительно на камеру мы покажем. Другой ножик. Я поратру. Так, красоту наводим. И сметанки, да? Да, в одно место. Как хочет потом человек. Вы говорили, что любите более соленое, да? Да. Ну, каждый может досолить, если что. Потому что процесс приготовления я пробовал, ну, по мне было нормально. Ну, наш, наверное, менталитет острый, соленый кушать. Ну, каждый народ свой это же. Хорошо. Сейчас вообще молодежь не такой уж соленый едят. Наши тоже острые, тоже не так уж. Они уже по-другому. Так, ложку берите, вот своя, вот моя. Ну что, самое время попробовать. Джамалидин, возьмите ложку вашу. А я вот эту возьму. Перемешаем. Перемешать нужно. Да. Кто как хочет. Может так? Я возьму зелень, сметанки, бульончика. Ну как? Прекрасно. Прекрасно. Просто вкусно, как мы говорим, да. Джамалидин, спасибо вам большое. Да, отлично. Наша передача потихоньку подходит к концу. И традиционно, да, пожелания телезрителям, пожалуйста, вот на эту камеру. Чтобы в этой нашей многонациональной республике жили дружно, мирно все народы. Да. Алиев Джамалидин, Джамалидин. спасибо вам большое. Спасибо. Семен Тарбахов, мой соведущий постоянный, я Петр Цепандин. На этом потихоньку с вами прощаемся. Будьте здоровы, друзья, мирного неба над головой. Ну, а мы, До свидания. да, до свидания. И Приятного аппетита. мы не прощаемся, приятного Приятного аппетита, аппетита. дальше мы кушаем. Мы. Действительно вкусно.